Саламатсыздар, құрметті отандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. 8 ноября вышло решение трибунала Парижа. И это был итог заседания от 17 октября. Но в промежутке вышли еще другие решения. И поэтому я сегодня хотел бы сначала остановиться на своих судах во Франции, а затем озвучить тот план действий, который я собираюсь реализовать здесь, во Франции. И второе, это наши действия в Казахстане. Ну вот сейчас я сначала хотел бы откомментировать то, что я уже вписал в постах, но не все посты читают. И меня просят, чтобы я озвучил это в прямом эфире. Буквально вот недавно вышло решение суда, не этого, другого суда совершенно. Я много раз говорил, что французский суд вынес решение о том, что я должен внести 500 тысяч евро залог, который будет являться обеспечением, что я не покину Францию. Но это вообще, конечно, очень странно. Это решение вышло 3 года назад, когда я получил убежище 29 сентября 2020 года. Получил убежище. То есть я боролся, чтобы здесь быть во Франции. А через неделю, 7 октября, выходит решение судьи, что я должен внести залог 500 тысяч евро, чтобы я не покинул Францию. Сами понимаете, это абсурдное решение было. Более того, таких решений история Франции не знает. Вообще нет таких ситуаций, чтобы кому-нибудь там выставляли такие требования. Это, конечно же, было организовано казахскими властями. Такаев написал большое письмо на 250 страницах Макрону с просьбой, чтобы меня выдали в Казахстан. Ну, в общем, там очень много всего было написано. И мы получили, самое смешное, что это дипломатическая почта между Макроном и Такаевым. И она попала из рук частной компании юридической, которую нанял Еркин Татишев, брат моего бывшего младшего партнера Ержана Татишева. И эта переписка попала, получается, в руки частной адвокатской компании. О чем это говорит? Это говорит о том, что эта частная адвокатская компания действует по указке наших властей, то есть идет политическое преследование. Собственно, судьи, когда увидели, они были поражены, что какая-то адвокатская компания, нанятая частным лицом, вбрасывает документы в суд и говорит, что вот смотрите, Аблязов какой плохой. И переписку Макрона между Токаевым вбрасывает в суд. Это секретная почта, которая хранится только и двигается только по дипломатическим каналам. Вопрос, каким образом частная компания получает доступ к переписке двух президентов стран? Ясно, что эта частная компания действовала по указу Комитета национальной безопасности. Собственно, и Токмади посажен в тюрьму по заявлению Еркина Татишева. Сделано специально, чтобы, как звучит из недавно до представителя Комитета национальной безопасности, генерала Дудбаева, бывшего председателя, что ему сказали, что когда его арестовали, требовали, чтобы были даны показания против меня, и нужно было уголовного характера организовать в Франции всякие разные обвинения, потому что экономические обвинения у них никак не клеятся, нужны уголовные. Вот тогда Дудбаев, бывший председатель КНБ, он сказал, ну я подписал все, что они сделали, требовали от него, потому что они сказали, взамен выпустят родственников. Вот видите, каким образом дела двигались. И 7 октября 2020 года выходит решение судьи о том, что я должен положить 500 тысяч евро. Я, понятно, подавал в суды, отбивался. И вот в итоге, вот совсем недавно, буквально на прошлой неделе, я получил решение уже от нового судьи, что да, давайте мы его изменим, это требование. И сумма уменьшается с 500 тысяч до 200 тысяч евро, которых у меня нет, естественно. И судья предложил мне ежемесячно платить 6 тысяч евро
каждый месяц. И как только уголовные дела, которые против меня двигает Казахстан, закроются, а я уже один раз это решение получал, выходило решение суда, чтобы все такого рода преследования необходимо закрыть. Потом Казахстан в лице Токаева и парижского прокурора, они там вместе с ними, что называется, договариваются, подали кассационную жалобу, 1,5 года со мной судились. 23 мая они получили решение Кассационного суда, что нужно вернуть все в первую инстанцию. То есть вокруг этого сейчас снова будет судебная борьба. Вот, и судья вынес решение, что если я, понятно, выиграю снова, и это решение будет окончательным, то все суммы, которые сейчас будут там перечисляться, в итоге мне вернутся. Это возвратные деньги, это залог. Вот, поэтому я по 6 тысяч евро планирую платить. Я хотел бы поблагодарить уважаемых друзей, кто мне каждый день помогает. У меня есть такие сторонники устойчивые, которые в месяц не один раз помогают, а несколько раз. Я вот, собственно, хотел персонально поблагодарить вот такого рода сторонников, которые прикладывают огромные усилия, чтобы борьба здесь во Франции с моей стороны продолжалась. Вот. И, собственно, вот из этих сборов, которые сейчас поступают, я намереваюсь заплатить 6 тысяч евро, это 3 миллиона тенге. Каждый месяц до середины текущего месяца я должен эти суммы проводить. Но, конечно же, при этом я буду оспаривать это решение. Суды скоро состоятся. Это вот раз. Это своего рода победа, потому что надо мной все время нависал риск ареста. Я встречался со следственным судьей, и он сказал: у меня к вам лично претензий нет, я новый судья. Вы приходите по любому вызову, проблем нет, никуда Францию вы не покидаете, не нарушаете приказ, но, тем не менее, есть решение старого судьи, и что-то с этим надо делать. Если вы его не исполните, я обязан вас арестовать. Вот все, что мне сказал следственный судья. В итоге мы подали жалобы и так далее. И вот сейчас промежуточное компромиссное решение, 6 тысяч евро в месяц, и сумма уменьшается с 500 тысяч евро до 200 тысяч. То есть эти деньги, если я буду платить по 6 тысяч евро, они только в течение 3 лет соберутся, сами понимаете, да? 3 года я не собираюсь ждать. Это все зависит от нас и от наших с вами совместных действий. Как только мы свалим режим, понятно, это нужно сделать как можно быстрее, все эти средства будут возвращены, и вообще все эти судебные тяжбы будут прекращены. Некоторые люди продолжают писать комментарии, они не понимают ничего, потому что постоянно не читают, говорят, сколько можно собирать средства. Я несколько раз проводил эфир и пояснял, до тех пор, пока я буду продолжать эту борьбу, средства я, к сожалению, вынужден обращаться за помощью и собирать, потому что режим непрерывно формирует различные, фабрикует иски, придумывает, и я вынужден защищаться, нанимать адвокатов. И тут некоторые говорят, а если вы уедете в США я никуда не могу уехать, вообще ни в одну страну, у меня нет паспорта, который истек еще в 2017 году, нет визы, и я буду находиться во Франции и бороться здесь. Больше нет никаких вариантов. Позже я объясню еще почему. Вот. И какой бы я стране ни был, даже в Америке, все равно государство имеет различные договора с различными странами о взаимопомощи и формирует разные иски. В Америке я выиграл 13 судов. Там наши провластные каналы и блогеры-дураки распространяют лживую информацию, что якобы я должен заплатить там 200 миллионов долларов, еще что-то. Все это ерунда. В Америке я выиграл 13 судов, и я не участник американских процессов. Видите, даже в Америке со мной пытались судить, лет 7, по-моему, со мной судились. Это на самом деле огромные издержки, уважаемые друзья. Чтобы вы понимали, я просто сейчас хочу пояснить. 1 час отличного адвоката стоит минимум 400-500 евро в час. Если их там работает группа, помощники и так далее, 1 час, считайте, просто так 1000 евро раз и нету. А документы там большое количество, они работают с ними не 1 час, а десятки часов, сутки, дни напролет. То есть в день просто так вот раз, несколько тысяч евро нет и все.